Если вот так вот сделать. Так, кажется, мы уже в эфире. Ассаламу алейкум всем, кто к нам присоединится и присоединился. У нас сегодня непростой стрим. Он касается IT-образования. У нас в гостях российский ученый в области физики элементарных частиц, заведующий лабораторией физики высоких энергий Московского физико-технического института, член-корреспондент РАН, Российской академии наук, Тагир Абдулхамидович Аушев. Встречаемся. Приветствую всех. Ассаламу алейкум. Да, валикум ассалам. Мы уже не первый раз с вами общаемся на тему IT. И в университете вы приезжали, и у нас были уже на канале. И тема эта продолжается в связи с последними новостями, а также вообще IT-тема сейчас прогрессирует в России особенно. Начнем с новости, которая недавно появилась. Она касается соглашения между Московским физико-техническим институтом и Ингушским государственным университетом, которое касается как раз-таки развития IT в республике. Если мы правильно поняли, заключается она в том, что МФТИ, да, сокращенно Московский физико-технический институт, и НГУ заключили соглашение о создании совместной программы обучения в сфере информационных систем и технологий и будут обучать наших студентов, которые пройдут тестирование, уже поступив на направление, на данное направление, правильно? Да, все верно. Ну, давайте я, наверное, чуть расскажу про саму программу, вообще о чем это. Потому что так уже там слухи, интерпретации были чуть ли не там не, так сказать, там, интеграции, ИНГУ, МФТИ там, и так далее, всякие разные там, ну, понятно, новость на телевидении там 30 секунд, не все могли понять. Значит, Физтех сейчас проводит, ну, во-первых, Физтех сам как бы сейчас номер один вуз в России, я считаю. И по всем рейтингам, по многим рейтингам это так и есть. Вот. И сейчас МГУ проводит политику по поддержке и помощи в развитии, соответственно, университета второго эшелона. То есть это не топовые московские вузы, а это университеты как раз из регионов. Соответственно, в рамках этой программы запустили, программа называется «Таланты в регионы», значит, вот запустили такую программу, в рамках которой Физтех делится своими программами, своими наработками, значит, и своими преподавателями с региональными вузами. Создается для них индивидуальная программа. Значит, основные курсы по-прежнему читаются в этом университете, в местном. Студенты туда поступают именно в местный университет. То есть они являются студентами этого университета, в нашем случае ИНГУ. Вот. А Физтех, соответственно, читает специализированные курсы, то есть те самые курсы, которые составляют основу той специальности, на которую студенты поступают. Вот такая программа, причем она касается не только IT, просто мы в этом году запустили такую образовательную программу по IT. Такое соглашение подписано между ФТИ и ИНГУ. Какие еще программы мы запустим в следующих годах, это уже там от нас зависит, то есть от нас, от университета, от студентов и так далее, от абитуриентов, что будет наиболее востребовано. Но вот начали мы именно с IT, поскольку нам показалось, что и абитуриентская база должна быть посильнее все-таки в этой области, и востребованность выше, и найти работу им будет проще. То есть со всех сторон это направление наиболее такое интересное для того, чтобы с него начать. Вот Тагир, понятно. Если честно, это вы были инициатор такого соглашения? Или все-таки как-то уже было запланировано? Все-таки это большая программа, она в некоторых регионах уже действует. Да, ну, понятное дело, что то есть, ну, эта программа, она университетская, то есть МФТИ ее инициировал. А то, чтобы сделать это в республике, ну да, конечно, это, так сказать, Ваша заслуга. моя, да, не заслуга, заслуга это всех, кто
участвовал, начиная там и с ректора, который поддержал эту идею, и глава, который поддержал эту идею, и сотрудники, которые работали и в университете, и на физтехе, и мои сотрудники, которые, так сказать, там обеспечивали все это дело. То есть это как бы некая общая работа, результат общей работы, я бы так сказал. Ну, если поподробнее, давайте поговорим про эту программу совместную. Получается, нужно сначала поступить в университет на направление информационной системы и технологии, а затем пройти тест. Вот этот тест, вкратце, что он из себя представляет, вам известно? К чему готовится Смотри, абитуриент? да, смотрите, значит, план, да, во-первых, надо понять, что в других регионах действительно такие программы запускались. В прошлом году был первый запуск этих программ. То есть первая партия, значит, университетов, 5 штук их было, это было в прошлом году. И на самом деле большинство вещей, которые делаются в рамках этой программы, они делаются впервые, и все адаптируется под конкретный университет. Поэтому сказать, что у нас есть отработанные технологии, вот мы будем то-то, то-то, то-то делать, это, конечно, не поступление, которое стандартное, которое там многими годами отработано, да. Это некая новаторская история. И мы не можем вмешиваться в процесс поступления, то есть мы не можем, допустим, взять и сказать, что вот мы проводим тестирование, и тех, которых мы отобрали, они поступят в университет. Это просто по закону нельзя. Но на это направление, значит, будут приняты 70 человек, примерно, насколько я сейчас по памяти помню, там порядка 70 человек абитуриентов поступают, и из этих 70, 20-25 мы отбираем уже среди тех, которые поступят, отбираем на эту программу. Соответственно, это просто будут там наиболее мотивированные, наиболее грамотные, наиболее там, желающие изучать усиленную программу ребята вот из числа тех, которые поступят в университет. Как это будет происходить? Пока что у нас план такой, что среди поступающих просто приедут, соответственно, сотрудники из МФТИ. Вот. Это будет либо письменное тестирование, либо устное собеседование с каждым из уже поступивших, на самом деле, на первый курс. Уже не абитуриенты это будут, это уже фактически зачисленные ребята. С каждым из них побеседуют. Вот. Какое будет тестирование, пока в стадии проработки. Вот. Но вот пока план такой. Возможно, если что-то экстраординарное случится, например, вот сейчас я просто там с некими проблемами столкнулся, то, что у нас там школа по нейросайенс в Ингушетии сейчас организовывали, выкупили там полсамолета, там 60 билетов, должны были прилететь всей школы. И вот ЕТР снял рейсы, вот просто отменил рейс, сейчас надо в срочном порядке переориентируемся на победу. То есть я к тому, что какие-то такие вот emergency могут случиться экстраординарные, поэтому гарантировать ничего нельзя. То есть, может быть, это все сделаем онлайн по Zoom. Вот, но пока что план, что приедет команда из МФТИ и очно с каждым из них лично пообщается с каждым из студентов и отберет лучше. Понятно, хорошо. У меня такой вопрос. Я просто немного изучал эту тему, изучал отзывы об МФТИ. Довольно хорошие отзывы. Говорят, что очень насыщенная учеба, очень большой пласт знаний дается МФТИ. Многие пишут, что те, кто не хотят учиться, лучше даже не думать сюда поступать, потому что все там 4 или 6 Это 100%, да. Да, это точно, это точно. Такая агрессивная, в хорошем смысле этого слова, учеба. Много требований, но и очень много ресурсов для того, чтобы развиваться и быть успешным в дальнейшем. Я здесь маленький комментарий могу сказать. Действительно, там всех называют некоторые фабрикой трудолюбия, вот, выживания и так далее. Но при этом, соответственно, соотношение
преподавателей к студентам самая высокая в России. Это 5 к 1. 1 к 5. То есть Но на вы же одного тоже закончили преподавателя... МФТИ Да, конечно, в конечно. Я закончил 99 МФТИ году. в 99 году, да. Да. И вы сразу Вот. стали членом международной коалиции, так скажем, ученых. Ну, физико-теоретиков, да? Коллаборации. Нет, Коллаборации. нет, нет. Нет? Во-первых, коллаборации, во-вторых, экспериментаторов. Вот. Мгм. Это коллаборация, соответственно, японская, Бель называется. Вот, это большой эксперимент. А много Вот, было и студентов, которых взяли эту коллаборацию из МФТИ? я был первым, вот, потому что только запускался эксперимент. Вот, соответственно, был профессор и я. Вот, соответственно, тот профессор, который как бы первым вошел в этот эксперимент, он меня первым пригласил, потому что я с ним делал дипломную работу. Вот. Мгм. Я делал дипломную работу как раз на ЦЕРНовском эксперименте, вот на большом адронном коллайдере, как раз откуда я сейчас еду, в командировке. Вот. Соответственно, ну, он пригласил, нас сначала было двое, потом постепенно, ну, за там уже 20 лет, я думаю, там не один десяток, наверное, студентов прошел через этот эксперимент. Российских студентов имеется в виду. Вот. Но это было не так много. Вот за 20 лет, я А, думаю, там 20-30 студентов, наверное. Тагир, вот после того, как вы в 99 году покинули МФТИ и вернулись в 2014, получается, да, когда инициировали создание лаборатории физики Да. высоких энергий, вы заметили Мгм. какие-то изменения? Что для вас стало прям впечатляющим? Либо вы сказали, что вот уровень держится, тот же На физтехе, запал преподавателя. на физтехе, в смысле, да? Ну, в МФТИ. То есть вы ушли в Да. 99-м, вы окончили его с отличием, а потом вернулись через 15 лет, получается. Смотрите, да, смотрите. Ну, не совсем так. Я, на самом деле, параллельно учился еще в аспирантуре сразу после физтеха, поэтому там я ушел с физтеха, наверное, где-то в году 2002-2003. Мгм. Вот. Но главное отличие какое? Физтех всегда был образовательным вузом, а вся наука делалась на так называемых базовых кафедрах, базовых организациях. То есть, Мгм. ну, это фактически можно назвать аналог индустриального партнера, вот, только научного. Вот, соответственно, Мгм. все были в институтах Академии наук, научно-исследовательских институтах Академии наук. И фактически студент, там, выпускаясь из института, он уже там, даже не выпускаясь, там, начиная с третьего, с четвертого курса, студенты постепенно начинали уже работать в этих НИИ. Вот. Ну а Мгм. когда заканчивали институт, они уже переходили полностью работать туда. Ну, в общем, ровно та же история была и у меня. То есть я в 99 году закончил институт и сразу устроился на работу в Институт теоретической и экспериментальной физики. Вот. А к 2014 году эта история очень сильно поменялась, и она продолжает меняться в том плане, что физтех начал создавать свою научную базу. То есть начали появляться свои лаборатории, потом и центры начали появляться уже, вот там первые центры при мне были созданы. И это существенное изменение, потому что, ну, во-первых, и жизнь заставляла по двум причинам. Ну, первое, так или иначе, все-таки Академия наук и российские институты Академии наук это большая организация, большие институты мощные. Они требовали гигантского, естественно, финансирования, которое, так сказать, в те времена, да и сейчас, вот, чтобы на высшем мировом уровне поддерживать, невозможно как бы обеспечить. А вот маленькими вливаниями в эти институты что-то кардинально новое сделать на мировом уровне было крайне сложно, ну, потому что такая инерционная система. И получалось так, что наши студенты получают реально очень топовое, очень крутое образование. Студентов МФТИ там отбирали, и сейчас отбирают со всей России там вот самые-самые топы, так, чтобы понимать, вот, там,
самые топовые факультеты физтеха, не все поступают с 300 баллами. То есть имеется на бюджет. Вот. 300 баллов по трем предметам. То есть, казалось бы, как бы куда больше, да, но вот такая вот история. То есть там еще дополнительные 10 баллов есть. Вот реально играют уже вот эти вот дополнительные баллы. Я помню, на одном из собеседований забавная ситуация была, когда у парня там 301 балл, вот, и мы ему говорим, ты знаешь, ну как бы, он говорит, а что я еще должен был сделать? Я на полный балл сдал экзамены. Но вот этого тоже не всегда хватает. Я к тому, что отбирались реально самые топовые ребята. Но потом эти ребята, просто им некуда идти. Там, ну, в Академии наук и приборная база, устаревшая во многих институтах, была на тот момент. И, ну, как бы атмосфера такая уже все чуть такое не свежее. Поэтому вот в то время было принято решение руководством там, министерством, что надо делать с нуля в университетах новые точки роста. Вот. Соответственно, вот эти деньги на науку были инвестированы в создание в университетах научной базы. И эта программа называлась, ну, сначала это была программа, по-моему, НИУ, потом программа 5100, сейчас это приоритет 2030. Вот, то есть фактически, ну, суть в том, чтобы на чистом месте, как бы с нуля вот начинать создавать такие точки роста, на которых уже реально все будет на мировом уровне создаваться. И, ну, многие вещи именно так и получились сейчас в университетах. Очень много очень крутых лабораторий, в которых студенты работают, они уже сразу, так сказать, уходят не в какие-то НИИ, а там же остаются в университете, на физтехе, в других университетах, в которых есть такие лаборатории. И там работают. Вот, там продолжают свою научную карьеру. Это позволило, конечно, многих студентов удержать от отъезда за границу. То есть это вот основной такой был мотив, чтобы ребята могли найти работу здесь, они уезжали. Вот с нами сегодня еще Хаваж Арчаков. Это очень талантливый full-stack разработчик. Он некоторое время преподавал JavaScript для наших ребят. Очень хорошие отзывы о нем были. И также помогает нам вести подкасты. У него тоже было несколько вопросов по поводу вот этой совместной программы. Хаваш, ты можешь как раз сейчас их задать, если у тебя есть возможность. Хаваш? Я тут. Да. В принципе, вопросы как таковых нету, потому что Тагир в целом-то все довольно информативно дал понять. Есть вопрос. Есть у тебя вопрос? Да. Ну-ка. Мы сейчас говорили про требования к студентам, которые поступают в МФТИ, так скажем, к абитуриентам. И набрав даже 300 баллов, вы сказали, можно и не поступить туда. Нет, ну это я говорю про студентов физтеха, которые на физтех поступают. Да, МФТИ. А не на программу на эту. Да, у нас вот на программу будут студент поступать, ну, заниженные по общим требования, правилам. Да? Не, они не заниженные, они просто, ну как, вот сколько студентов поступит, подаст документ на программу, высшие баллы, соответственно, будут приняты. То есть это стандартная процедура, то есть мы не вмешиваемся. То есть не надо быть супергением, чтобы попасть, да? Не нужно быть супергением, чтобы попасть. Я не знаю, какой сейчас уровень абитуриентов будет поступать. Я очень надеюсь, что те ребята, которые сомневались, куда им идти, и у которых были, например, есть, например, какие-то способности в области программирования, информационных систем, и которые решали, куда им поступать, может быть, они захотят в этом году поступить в университет, чтобы попасть на эту программу. И мне бы, конечно, хотелось, чтобы вот таких ребят было побольше. Соответственно, это обеспечивало бы и более высокий уровень абитуриентов, поступающих на эту программу. И тогда, как бы, ну, условно говоря, материал, в хорошем смысле материал, с которым можно работать, был более качественным. Вот, поэтому наша задача в том числе и чтобы повысить этот уровень.
Я просто должен сказать один нюанс, ну, это большой нюанс. Дело в том, что я изучаю разную статистику, которую публикуют официальные и государственные органы, и внегосударственные организации, которые занимаются сбором статистики, опросами и так далее. Почти во всех рейтингах за 2021-2020 годы Ингушетия находится на последних позициях по развитию науки и технологий, по образованию. Недавно вышел рейтинг и по доходам населения. Также мы заняли предпоследнюю строчку, как всегда, Понимаю. наш сосед, это Республика Тыва, которая всегда нас пытается обогнать. Вот в таком случае мы должны понимать, что все-таки технологии науки у нас не должным образом развиваются. Это связано с разными причинами, не только потому, что там нет ученых там, или что-то еще. У нас есть замечательный научно-исследовательский институт. На базе университета есть очень много достойных людей, представляющих науку. Однако это такие данные. Если учитывать, что в школах преподают программирование относительно очень просто, не буду говорить слабо, но очень простые, так скажем, дисциплина очень простая, именно, которая преподается в школах, и научиться программировать на уровне школы будет очень сложно, если только ты не самоучка, либо не посещаешь какие-то учебные центры или курсы. И поступая на данное направление, да, по совместной программе обучения, в тестирование наверняка входят вопросы, касающиеся и программирования, и информатики, да, информационных систем. В самой программе обучения я увидел, что будет около 144 часов преподавания Python, то есть бэкэнд разработки, это серверная часть, машинное обучение, анализ данных. То есть такие науки, такие направления, скажем, которые требуют очень хорошей подготовки. Вот, мне было просто интересно узнать, понимает ли в МФТИ, насколько серьезным будет тестирование для ребят, которые хотят поступить, и насколько эти требования высокие все-таки, вот если детально разобрать. Если вы, конечно, в курсе. Может быть, вы не разбирали эту программу очень детально. Смотрите, на самом деле, первое. Мы понимаем, что уровень, по крайней мере, на данном этапе не очень высокий. И на физтехе это тоже понимают. Если делать там ставку только на самых сильных, да, сильные будут только расти, слабые, так сказать, слабеть, отставать еще больше. Поэтому нет, здесь понимание есть, и мы планируем из тех, которые поступят, просто отобрать самых лучших. Я не думаю, наверное, будет, конечно, какой-то порог, то есть если, условно говоря, там, совсем никакие, наверное, там не обязательно 25 набирать тех, которые и учиться не собираются. Может быть, их тогда будет просто меньше, 20, 15, 10, 5. Вот. Сколько их будет, я не знаю. Пока что мы ориентируемся, что 20-25 человек мы наберем, и они будут достаточного качества, чтобы с ними можно было начать работать. Дальше посмотрим. На самом деле, вот тот стрим, который мы сейчас ведем, да, тот эфир, который ведем, это в том числе и для того, чтобы те ребята, которые чувствуют в себе силы, но, может быть, просто не видели перспектив в учебе, захотели поступить, потому что самоучек в том числе достаточно много, мне кажется, это сейчас такой, единственный способ, мне кажется, вот у нас дома там что-то чему-то выучиться, это просто самому. А ресурсов для этого достаточно. Это интернет, желание, компьютер, интернет, все. Но это по большому счету может там каждая семья себе позволить. По крайней мере, в интернете сидеть, позволить себе каждый может. Вот. Почему бы не делать то же самое, только с пользой. Хорошо, у тебя вопрос. Спасибо, Ислам. Мой вопрос следующий. Я все же буду скептично относиться к некоторым моментам, которые планируются. Почему? Потому что за все время, пока я проживал в этой Ингушетии, я понял, что, к сожалению, организованность в нашем случае
Это, наверное, последнее, чем мы занимаемся. И есть у меня подозрение, я крайне надеюсь, что это не так, но есть у меня подозрение, что даже эти квалифицированные специалисты, которые придут и будут рассказывать про какие-то темы, возможно, если не будет какого-то организатора, ответственного организатора, потому что в Ингу я его не встретил ни разу. Если он будет и окажется так, что он сможет как-то организовывать, то есть вероятность, что люди будут заинтересованы. Есть ли у вас кто-то, кто будет контролировать этот процесс? Вот кто будет Ну, заниматься этой смотрите, всей деятельностью? да, это достаточно тонкий момент. Почему? Дело в том, что университет – это независимая организация. И независимая, самостоятельная организация федерального уровня. Поэтому залезать в университет и каким-то образом управлять изнутри мы, естественно, не можем и не должны. Мгм. Наверное, это было бы полезно в какой-то части, но ну, как бы есть статус-кво, есть определенные там, полномочия каждой из сторон. И вот есть вещи, которые мы, конечно, не можем делать. С другой стороны, опыт нашего взаимодействия показывает, что в университете есть желание, начиная с самого верха, с ректора, которая эту идею очень поддержала. Есть проректора, которые и не один, которые активно с нами работали и помогали эту программу реализовать, это соглашение подписать, проработать саму программу, запустить все это дело. То есть я разделяю ваш скепсис в целом, что у нас в республике ну, не все идеально, далеко не все идеально. Разделяю скепсис. Но, понимаете, вот так скажу, слона надо есть по частям. Вот если мы можем сделать какую-то локальную программу и сделать ее правильно и хорошо, значит, это надо делать. Ну, как бы так сидеть и говорить, что все плохо, вы же сами понимаете, что это не вариант. Ну, Поэтому скептиз разделяю, но есть все же надежда, что у нас получится это сделать. да, Лэндали. Вот. И да, для Лэндали это, кстати, получится. И вот то, что я пока вижу, внушает мне уверенность в том, что это сделать получится. Вот. У нас, в принципе, есть команда, которая помогает организовывать все это дело, но вот баланс полномочий, ответственности и значит, деятельности здесь должен быть, это очень такая тонкая граница. Мгм. Можно еще Поэтому вопрос, вот Ислам? мы ее будем аккуратно очень соблюдать. Спасибо, Ислам. Теперь у меня следующий вопрос. Я, возможно, не до конца понял некоторые моменты, тем не менее я буду от лица, скажем так, студентов, которые не знают. Ну, то есть я надеюсь, тут, по крайней мере, будут эти студенты слушать, и я уверен, что будут студенты, которые не до конца понимают, о чем мы говорим. Из-за этого я буду от их лица задавать, возможно, примитивные Мгм. вопросы. Так что прошу не закидывать камнями. Соответственно, вопрос следующий. Если я как потенциальный студент захочу развиваться в одном из направлений, которые мне будут предоставлять, а, что мне нужно будет для этого сделать? Мне нужно будет обратиться куда-то в деканат, мне нужно будет какой-то там, не знаю, там, тест пройти, какие-то предметы сдать. И как именно мне сделать, куда мне двигаться, чтобы я вот смог получить всю информацию, которую вы будете предоставлять? Смотрите, значит, давайте по поводу начнем с конца, с информации. Мгм. Дело в том, что, как я сказал, вот эта вся история, она развивается довольно стремительно. И опять-таки не кидайте камнями, если чего-то в этой истории не хватает.
поскольку выбор у нас был такой: либо мы запускаемся в этом году, либо мы запускаемся в следующем, и, скорее всего, не запускаемся, потому что желающих с физтехом сделать такую программу по всей России очень много. И физтех, естественно, со всеми, ну, там, есть ограниченное количество университетов, с которым физтех готов, ну, просто по количеству подписать соглашение. Поэтому откладывать эту историю на год не было никакой возможности. Это надо было делать сейчас, в этом году. И для Охост НБ мы это сделали. Теперь, по поводу информации. Мы сейчас планируем сделать веб-сайт, на котором выложим всю информацию, сделаем обратную связь, вопросы, там, какую-то статистику. То есть, ну, максимально постараемся сделать такой информативный ресурс, на котором вот все необходимые ответы на вопросы будут даны. Постараемся сделать это очень быстро, хотя бы в каком-то варианте, чтобы, ну, там, удовлетворить вот те вопросы, о которых вы говорите. Теперь отвечая на вопрос, а как же именно мы планируем это делать? Значит, имеется в виду по сути. Значит, студенты будут поступать на направление информационной технологии, если не ошибаюсь, да, там, в университете, как называется специализация. Значит, там лимит 70 человек. Вот после того, как они поступят и будут приняты на эту программу, мы планируем с каждым из них провести, как я вначале сказал, просто с каждым из них там, проведем до 1 сентября, проведем собеседование, отбор. То есть об этом мы сообщим еще во время абитуриентской кампании, когда, в какой форме это будет сделано. И ну, те, кто не хотят, они могут сразу сказать, что там нет, неинтересно, мы не поступаем. Но те из этих 70, которые скажут, да, мы хотим на эту программу попасть, они пройдут вот этот дополнительный отбор, и мы их отберем, соответственно, на эту программу. То есть мы дотянемся до каждого из этих 70 абитуриентов, фактически специально что-то делать не надо. Мы в любом случае с каждым из этих студентов выйдем на контакт и проговорим. Поэтому ничего дополнительно делать не надо. Мы побеспокоимся о том, чтобы все, кто поступили, были проинформированы, что у них есть возможность попасть в эту группу. Ответил на вопрос? Достаточно ответили. В принципе, звучит круто. Адам Костоев тоже у нас с нами сегодня непризнанный гений Альтеевского муниципального округа. Это арт-директор анимационной студии «Интензивно». Я считаю, человек очень талантливый. Но опять же, не было тогда МФТИ, когда мы с тобой учились, Адам. Все учили по курсам на английском, а то и на индийском, которые качали на 2G модем. Все и не все сразу. Ну да. По-моему, мы с Адамом знакомы. Да, мы здесь встречались в интенсивно, разговаривали. Да. У меня тоже был вопрос, Тагир, но такой простенький вопрос. Вот мы только что упомянули, есть статистика по регионам насчет образования, дохода и прочей статистики. Но по ходу своей деятельности иногда мне кажется, я не знаю, может мне так кажется, может так и есть, что у этой республики есть некий потенциал нераскрытый. И мне интересно, есть ли какие-нибудь инструменты по статистике, например, этого самого потенциала? То есть можно ли как-то по регионам смотреть, где следует что-то развивать, а где смысла пока нет? Кстати, такой же вопрос хотел задать. Да. Интересно. Да, смотрите, есть несколько подходов. Ну, во-первых, в принципе, развивать все регионы надо. Вопрос, какой регион, в каком направлении развивать. И для этого, ну, пишутся там стратегии, для этого собираются аналитические материалы. Это большая работа, она там в каждом регионе делается. В Ингушетии тоже есть своя стратегия. Не, наверное, точно есть.
Я как бы не занимался этой деятельностью для Ингушетии, хотя ну, там принимал самое активное участие в написании стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. Вот, и мы там написали достаточно много и концепций, и международного научно-технического сотрудничества и так далее. То есть это как бы примерно как это делать я понимаю. Вот, ну, для Ингушетии не касался, честно говоря. Вот, поэтому должна писаться стратегия. Как теперь вот вопрос, а какие приоритеты ставить при написании этой стратегии? Вот я для себя отметил несколько подходов. Значит, первый подход – это подход, нужно делать акцент на то, что кроме вас никто не сделает для этого региона. Это первое. То есть у вас может быть в этом направлении не быть ресурсов. Это может быть там неперспективно для всех остальных. Но для этого региона это нужно, и никто другой этого не сделает. И это означает, что это должно быть стратегия этого региона. Чего бы это ни стоило. Ну, например, наше историческое наследие, наши башни, наш язык, наша история. Ну, вот это все, оно в финансовом эквиваленте не принесет каких-то там, существенных дивидендов, то есть это не экономически необоснованная история. У нас, можно сказать, там не самый большой потенциал в этом плане научный для исследований таких вещей. Там у нас не так много там качественных историков по сравнению, ну, например, с той же Российской Академией Наук, да, в которой там, по другим направлениям есть профессиональные люди и так далее. Но кроме нас это никто не сделает. Значит, нам надо этим заниматься и в это дело инвестировать. Это раз, это первое направление. Первый подход. То есть то, что кроме нас никто не сделает. Второй подход – это то, что перспективно. То есть то, чем нужно заниматься, что принесет региону там, дивиденды в какой-то перспективе. И третий подход – это от ресурсной базы, то есть отталкиваешься от того, что есть, что может максимально вырасти. То есть вот три подхода. Значит, кто, если не мы, в чем мы сильны и где перспективы. Вот три вещи. Остальные можно там дробить, так сказать, и там, детализировать, но вот, на мой взгляд, вот эти три подхода основные. Теперь, что касается Ингушетии. Вот почему IT? Почему я всегда, несмотря на то, что я физик, ну, физика тоже с IT очень близко связана, мы используем это как инструмент в своей работе, но при этом я настаиваю, что в Ингушетии нужно заниматься именно IT. Это сделать надо драйвером нашего развития. Потому что это перспективно раз. У нас есть потенциал в этом направлении, а именно человеческий потенциал. У нас другого потенциала нет. У нас нет большой земли, большого количества земли, где можно построить там, кучу заводов. У нас нет там, природных ресурсов, имеется в виду там полезные ископаемые. Есть в каком-то количестве, их надо, естественно, развивать, там тоже этим надо заниматься. Но там Кувейтом мы не станем, скорее всего. Предпосылок к этому нет. И так далее. А вот человеческий капитал есть. Высоченная плотность. Не глупые люди от природы своей, да, то есть и в принципе так по истории ну, склонны к обучению на самом-то деле. Вот. И очевидно, что перспективы в IT. Поэтому вот отвечая на ваш вопрос, я сейчас чуть-чуть сделал небольшую теоретическую вводную, чтобы объяснить, почему именно IT.
Но ответ такой. У нас нет другого выхода, у нас нет другого приличного выхода, кроме двигаться в сторону IT. Причем Тагир, IT в широком смысле этого слова. Это не только программирование, веб там, и так далее, это создание. То есть все, что можно сделать интеллектуальным трудом, сидя за компьютером. Тагир, вот вы не раз уже говорили об этом в своих интервью, и в том числе и на местных каналах, и в наших подкастах. Я так понимаю, ну, вы, в частности, вы говорили в интервью на НТРК Ингушетия, на канале НТРК Ингушетия, о том, ну, приводили в пример Индию, Пакистан, Индонезию, о том, как они стали таким поставщиком IT-умов, так скажем, да, ресурса. И реально Индия очень сильно на этом зарабатывает. Чуть ли не все компании игровые и софт-компании размещают там свои центры, находят там хороший ресурс человеческий. Если говорить об Ингушетии, то есть вы нацелены именно на Ингушетию, ведь нашли ли вы здесь такое количество единомышленников, что вот реально вот вы зажглись, либо вы нашли какое-то непонимание или сопротивление? Потому что вот мы, допустим, с Адамом знакомы с 2010 года, и кроме сопротивления, даже не то чтобы бездействия, а именно сопротивления, когда мы предлагали какие-то проекты, связанные с, ну, там, с игровой индустрией, с анимационной какой-то деятельностью, мы встречали не только недопонимание, иногда и шутки, и злословие, и там вы ерундой занимаетесь. Особенно, ну, это не только дома бывает, но и на правительственном уровне, ну, в то время, так скажем. Сейчас я, если честно, не особо видел бы, что что-то изменилось, кроме того, что появились какие-то центры типа Кванториума, также есть СМИ, да, Центр молодежного инновационного творчества. Я не могу говорить там о статистических данных, как много там детей посещает их, насколько это интересно. Я, в принципе, так субъективно думаю, что многим детям хочется идти в IT-сферу, им хочется делать игры, создавать там какие-то программы, работать с кодом, заниматься дизайном. Видно рвение в моем, так скажем, кругу, да, моих близких. А также у нас есть школа детского программирования, вот, Кодди, и там есть такой определенный стабильный поток учащихся, то есть те, кто хотят изучать не просто 3 месяца походить на скретч по блочному программированию, они хотят непрерывное обучение, то есть они готовы вкладываться в эту сферу. Но если говорить о том, чтобы собрать там какую-то команду или вот на правительственном уровне прям вот внедрять IT и развивать IT в Ингушетии, я, если честно говоря, не заметил такого рвения. Хотя у нас 30, ну, по разным данным, там 30-40% молодежь, получается, в Ингушетии. И если говорить о моем поколении, которое вот отучилось в МГУ с 2005 по 2012 год, я по 10, я в 10 закончил. Ну вот если брать то поколение, которое выросло в сложные времена для республики, оно не то чтобы там потерянное, так скажем, да, но в основном они устраивались на работы какие-то, находились в специальности самостоятельно, не благодаря своему образованию или тому, что там есть какие-то вакансии в республике. В основном это люди, которые нашли себя сами, благодаря именно самообучению. Хотя в то время такого интернета-то не было. То есть я, как говорил ранее, это были 2G модемы, это был торрент, это какие-то английские курсы. И только ребята, у которых ну, было знание английского, так скажем, может быть, ну, не совсем потерялись. Но огромный пласт людей остался просто на задней линии, так скажем, на боковой, потому что они не смогли себя реализовать. Им сейчас, допустим, там 30-35 лет, и они до сих пор не знают, куда им податься. И вы, если заметите, у нас часто бывают комментарии, а куда, сложно ли войти в IT, если вам 35 или 34. Даже сегодня вот нам задали вопрос такой, и к нам в сообществе такие вопросы поступают. У нас есть отдельная статья, кстати, на сайте internet.ru, как войти в IT после 35. Много рифмов. И сейчас, если говорить даже о программе МФТИ, да, совместно с НГУ, она рассчитана на ребят, которые закончили школу. Те, кто сейчас обучается в университете, неизвестно, что с ними будет. Мы надеемся, конечно, какие-то таких проблем, которые возникли у нас, у них не будет.
даже благодаря удаленным каким-то профессиям, да, удаленной работе, они могут не затеряться. Вот как вы считаете, насколько это вообще реально внедрять IT сегодня, именно вот, ну, в ближайшие 2-5 лет, там, не знаю, не брать уж 10-15, я думаю, потому что все-таки это интеллектуальный труд. И сейчас доступна и техника, и образование, и ресурсы есть множественные, бесплатные и платные. Как вам эта картина видится? Ну, смотрите. Много я сказал всего, я выключу. Не-не-не, вы все правильно сказали. Дело в том, что, ну, простой ответ такой. Во-первых, никто не сказал, что будет легко. Это не так, что это панацея. Вот мы сейчас сказали, что там IT, и все, и у нас сразу, так сказать, рай наступил. Нет, это очень сложный, длительный процесс, который надо системно вести. И, честно скажу, у меня нет ответа, например, на вопрос, а что делать с теми, которым сейчас 30-35. Ну, кроме, так сказать, совета, если вы чувствуете все потенциал и желание этим заниматься, найдите ресурс, на котором вы можете этому научиться. Даже в Ингушетии у нас есть такие ресурсы, я имею в виду образовательные ресурсы. Поэтому вот я бы не хотел, чтобы то, что вот мы сейчас делаем с этой образовательной программой, чтобы это воспринималось как панацея. И ну, нам уже надо понять, давно понять, что ну, не надо ни на кого рассчитывать. Вот если кто-то может там, сделать курсы, коммерческие курсы, я считаю, что вот, ну, то, что, так сказать, работает исключительно на энтузиазме, оно работает постоянно только на энтузиазме и на донаторстве, оно, скорее всего, не жизнеспособно, потому что оно не получает ответную реакцию от рынка. Да? То есть, значит, это, может быть, никому не нужно, а если нужно, то только за бесплатно. Ну, это значит все равно, что не нужно. Поэтому, если кто-то может делать курсы для вот таких 35-летних, а 35-летних считают, что если они, так сказать, обучатся, они смогут зарабатывать себе на кусок хлеба, и они действительно этого хотят, поверьте мне, они смогут выучиться. А раз они хотят и смогут выучиться, значит, найдутся те, которые для них сделают эти курсы. И даже делать-то не надо просто в интернете найти соответствующие ресурсы, так сказать, или там посадить учителя, который будет с помощью этих же ресурсов обучать следующее поколение. То есть, резюмируя, каждый, вот, кто считает, что у него есть силы, возможность либо преподавать, либо обучаться, либо работать, просто должен для себя принять решение, что он в этом видит свою перспективу. Это раз. Второе, по поводу там, государственной поддержки или неподдержки. Ну, опять-таки, вот где-то она есть, где-то ее нет. Вот в данном случае, будем считать, что нам повезло, и мы получили эту поддержку. Поддержку в лице всех людей, которые должны были принимать это решение. По идее, вот как нужно действовать. Значит, опять-таки, чуть отойду на теоретический уровень. Есть три предмета, которые, ученик должен учить, желательно с 1 класса. Это математика, потому что математика реально форматирует мозги, логика, развивает мышление и все остальное. 2. Это язык английский, потому что английский язык дает тебе доступ
мировым ресурсам, имеется в виду образовательным ресурсам. Да? Вот вы правильно сказали, поскольку вы знали английский язык, вы, соответственно, могли выучиться. Ну, знаете, сейчас выучить язык не самая большая проблема. Но зато выучив его, вы получаете сразу же автоматический доступ ко всей информации, которая есть в мире. Это два. И третье – это программирование. Потому что, опять-таки, в современном мире на любой профессии, какой бы вы там в современной профессии не работали, в том или ином виде программирование будет нужно. Поэтому, касаясь вот государственной поддержки, что было бы очень неплохо, если бы государство в лице там, наших министерств и так далее сделали бы очень мощный акцент в школе на вот эти вот предметы, начиная с 1 класса. И это то, что мы не можем сделать. И вы не можете сделать, и какая-то инициативная группа не может сделать. Это функция государства. Но есть вещи, которые может сделать частный человек в виде маленьких бизнесов, которые я уже обозначил. Да? Образовательные курсы, стартапы. Просто каждый человек может для себя программировать. Собрать вокруг себя команду, которая может брать на себя более сложные проекты, так сказать, и выполнять их просто под заказ и так далее. То есть, резюмируя все это дело, я вам хочу сказать следующую вещь. Не надо ожидать, что вот государство все должно сделать или хоть что-то должно сделать. Сделает, ну, замечательно. Значит, будем считать, что повезло. А не сделает, ну, надо делать самостоятельно. Вот это единственный рецепт, который я могу посоветовать. У ребят, видимо, есть вопросы, если я не ошибаюсь. Адам? У меня есть один такой непонятный пока еще самому мне вопрос. В общем, что я хотел узнать? Мне такие больше всего нравятся вопросы. Как-то Ислам упомянул, да, и я вспомнил этот вопрос. Однажды мы с Исламом начинали вот этот путь просвещения, и у нас очень большие палки в колеса нам ставило старшее поколение, которое не понимает. Ну, вы знаете, да, у нас старшее поколение, оно больше за то, что можно пощупать. И IT, вот это все, им оно чуждо, непонятно, и они в соответствии с этим боятся давать этому добро или как-то смело в этом участвовать. И у нас очень нам затрудняло это все. Ну, сейчас мы выросли, как бы, и наше слово уже немного, я чувствую, сам по-другому воспринимается после того, как у нас появились какие-то достижения, какое-то имя. И на каком-то уровне достаточно бывает даже нашего слова. И в то же время я вижу вот ребят помладше, которые до сих пор сталкиваются с этой проблемой. То есть даже папа с мамой могут не понять то, что ты там хочешь стать каким-нибудь айтишником или еще кем-то. У нас все очень просто. Иди работать на правительство и получай свою стабильную, в кавычках сказал бы я, стабильную зарплату, потому что там тоже бывают сокращения, там тоже бывают всевозможные изменения, и гарантии там точно такие же, наверное, статистические. Вот, и видите ли вы вот с вашего уровня достижений облегчения в плане того, что вы можете как-то обратиться, и вашему совету последует старшее поколение? Тем более, что у нас менталитет такой, что мы как бы и перечить-то не можем. Если нам мешают, то нам приходится либо мириться с этим, либо искать какие-то обходные пути. Хороший вопрос. Смотрите. Первое. Я не спорю, что, ну, то есть я не хочу там хоронить и крест ставить, как говорится, на тех, которые 35+. Вот. Но 35+ это взрослые люди, которые, ну, все-таки уже сами решают, чем им заниматься. Извините, ну вот когда что-нибудь нехорошее надо сделать, те, которым 35+, прекрасно это делают, не спрашивая своих родителей, понимаете. Поэтому вот для этих людей, ну, они, если решат, что надо войти, так сказать, они будут идти в IT и, так сказать,
мнение старших, мне кажется, в данном случае будет для них, ну, как бы, должно быть, по крайней мере, ну, не определяющим, поскольку, еще раз говорю, то есть, ну, это тоже все взрослые люди. А для тех, которые молодые, которые только принимают решение, куда идти, ну, извините, все-таки там, ну, возьмем в среднем там 12, 15, 18 лет, ну, прибавьте 25 к этому возрасту. Ну, мы получим 40 лет. Вот 40 лет – это родители, которые определяют, идти ребенку в IT или не идти. Вот это те самые старшие, о которых вы говорите, вот этим старшим 40 лет. Эти старшие, 40-летние, всю свою жизнь сознательную, ну или там всю свою жизнь сознательную, жили в IT. Их IT окружало всегда. Поэтому, когда вы говорите старшие, им надо как-то объяснять. Это не те уже старшие, которые были в вашем возрасте. Это уже другие старшие. Это вы на самом деле. Это я. И вот такие, как мы. И вот им надо объяснять, что IT нужно. И это очень легко сделать. Но здесь есть, вот вы правильно еще одну вещь сказали, да, что вот надо там правительство идти и так далее. Понимаете? Это Эдлболт называется у нас как бы. Да, Эдлболт Эдлболт в ответ, так. А сколько сейчас получает чиновник, если не ворует? Ой, если не воруют. Они, Ну, обычно, мне ну, кажется, зарплаты. вот мои друзья, кто работает на госслужбе, от 15 до 25, насколько я знаю. Ну, это ведущий специалист, главный Хорошо. специалист. А айтишник, вот самый захудалый, ну, меньше, ну, там вот в среднем по России, еще раз говорю, IT для это область такая, где неважно, где ты сидишь, в каком регионе ты сидишь, хоть ты, многие уезжают там на какие-нибудь индийские острова и там сидят себе под пальмами. Вот. Ну, в Индии, может, нет пальм, не знаю, не был. Но сидят, так сказать, на солнышке и программируют для любого заказчика по всему миру. Поэтому вот айтишник, зарплата айтишника, ну, она, мне кажется, там меньше 80 в принципе не бывает. А вот выпускники физтеха, средняя зарплата выпускника физтеха 250 тысяч в IT. Ну, Да. как бы, ну, там недавно вышел, так сказать, этот самый рейтинг, вот выпускники физтеха, самые высокооплачиваемые айтишники. У них средняя зарплата выпускников начинается с 250 тысяч в месяц. На втором месте идет МГУ, Мехмат, если не ошибаюсь. Ну, МГУ там 210 тысяч, ну и дальше уже по лестнице спускаются вниз. Вот. Но в любом случае зарплаты айтишников, они в разы выше зарплаты любого чиновника, ну, по крайней мере, официально. И единственное, что нам нужно понять, это что нам уже пора, так сказать, не пытаться, так сказать, ну, там где-то что-то так сказать, да, а надо зарабатывать честным трудом, своими мозгами, так сказать. Сейчас Вот это многие вот отключатся от трансляции после ваших слов. ну, может быть, те, которые отключатся после этих слов, так сказать, может быть, им просто это не нужно. Вот. Ну, да. Я надеюсь, никто не отключится, потому что, понимаете, ценностью в обществе должно стать профессионализм, профессия, честный заработок, уважение, а не деньги. Деньги – это производные. Вот я надеюсь, что мы рано или поздно это снова поймем, как это у нас было когда-то в генах. Вот мы за последние 20 лет, по-моему, чуть потеряли эти ориентиры, и деньги как-то стали превалировать. Но мне кажется, на генетическом уровне у нас еще это не закрепилось. Поэтому надо просто понимать, что честным трудом зарабатывать себе на кусок хлеба, а еще и неплохо зарабатывать, это хорошо. И IT это дает.
Вот Тагир, как-то так. есть ли у вас еще время, чтобы с нами пообщаться? Может, вы определите сами, там, минут 10, 20, 30? Давайте еще минут 10, да. Сейчас сколько времени у меня? Самое, У вас будет... 2 Вы, часа. вы сейчас находитесь Я в сейчас, я сейчас в Швейцарии. Швейцарии. У нас тут ряд совещаний был в ЦЕРНе, вот, в том числе по там, нашему Я просто взаимодействию. напомню нашим слушателям, что вы руководили и, может, и сейчас тоже руководите, да, экспериментами на адронном коллайдере, если я не ошибаюсь. Я руководитель российской, я руководитель группы МФТИ в одном из экспериментов ЦЕРНа, Большого адронного коллайдера. Ничего То себе. есть МФТИ является членом коллаборации. Вот я руководитель группы Кстати, Тагир, МФТИ. мне хотелось узнать жизненный цикл этого адронного коллайдера. Он Так, большой? подождите. Вот просто если не сейчас, я не знаю, когда еще это можно будет спросить. То Мы есть, мы какие у еще него еще свяжем. задачи? Смотрите, жизненный цикл любого эксперимента, ускорительного, Мгм. порядка 20 лет, даже 30 лет, наверное. Нет, 20 лет, 20-30 лет, так, наверное, скажем. Потому что даже после завершения, то есть лет 10 его строят, потом 10 лет эксплуатируют, потом, может быть, обновляют и еще эксплуатируют. Вот. А потом еще лет 10 продолжают анализировать те данные, которые набрали во время эксплуатации. Поэтому реально там лет 30 это нормальный срок жизни вот такого эксперимента. Вот. Тагир, Сейчас, я соответственно, просто... да. Мгм. Мгм. Не, вы скажите. А то нас тут Ну, обвиняют, что мы вас перебиваем. сейчас, соответственно, идет там, ну, очередная стадия эксперимента вот Большого адронного коллайдера. Он, соответственно, там в периметре, в окружности 27 километров. Вот. И вот сейчас уже начинается обсуждение построить новый ускоритель, который будет 100 километров в окружности. Вот. Как бы это новый цикл начинается жизненный, который еще там лет на 30-40 будет. Тагир, я хотел еще тему затронуть, которая касается Центра изучения мозга и сознания. Насколько я знаю, вы являетесь руководителем. Да. Вот можно чуть-чуть хотя бы об этом рассказать? Новости есть об этом, как бы рассказывается. Вот с вашей стороны, что вас вдохновило этим заняться? Может, кто-то вас убедил в этом, может, вы сами к этому пришли? Расскажите нашим слушателям. Смотрите, на самом деле история очень далекая. Я тут совсем не так давно откопал свое интервью, которое, там, не помню в каком году, там где-то в начале десятых годов, там, в 11-12 давал. Вот. И меня спросили, чем бы вы занимались, если бы пришлось бы оставить физику частиц. Вот. И я тогда сказал, что там всю жизнь мечтал заниматься мозгом, поэтому альтернатива изучение мозга. Вот. Потому что действительно это такая задача как бы 21 века. Вот. Изучая мозг, вы можете сказать, Я не изучаю. Я не изучаю. Нет, я не изучаю. Дело в том, что это огромная область, очень сложная, сложнейшая. И реально это задача 21 века. Вот. Но мне была всегда эта область интересна. Я всегда понимал, что эта задача, которая следующий прорыв человечества сделает тогда, когда поймет, как функционирует человеческий мозг. Такой серьезный прорыв сделает. И это, не зря ее сравнивают со Вселенной. Да, вот мы на самом деле в физике частиц мы изучаем Вселенную, как она зарождалась, как она развивалась, по каким правилам она существует. По большому счету мозг это вот такая же Вселенная, только в голове у каждого. Поэтому я в свое время как бы пытался инициировать несколько
программ там национального уровня по изучению мозга, ну, так сказать, не очень успешно. Вот, ну, потому что, видимо, другие задачи были, ну, и как бы веса, наверное, не хватило, потому что я не специалист в этой области, только так концептуально понимаю, что надо двигаться в этом направлении. Вы управляете командой Поэтому, какой-то? Вы собрали да, людей? поэтому, когда у меня появилась возможность сделать что-то самому, я просто привлек к этой задаче Нобелевского лауреата Константина Новоселова. Вот, я попросил Владимира Олеговича Потанина профинансировать эту историю. Вот, мы собрали довольно сильную команду. Заведующий лабораторией это выпускник МГУ, потом он работал в MIT в Америке, и вот оттуда мы его как бы переманили к нам в Москву. Вот. Соответственно, там достаточно сильная команда сейчас собралась, и я надеюсь, что будут там довольно интересные результаты. Вот. Это не напрямую связано с изучением мозга, это скорее создание инструментариев и прототипов для будущих компьютеров, которые будут основаны на тех же принципах, на которых функционирует мозг. Это довольно сложная история, сейчас не буду, наверное, рассказывать, но просто я здесь скорее как организатор выступил и собрал ту команду и ресурсы, которые позволят, надеюсь, сделать очень крутой проект. Хорошо, вот у Хаважа Арчакова. Это как бы там первая лаборатория, но она не последняя. То есть я надеюсь, что мы сейчас еще лаборатории создадим в этом же направлении. Хаваж, у тебя есть вопрос? Спасибо, Ислам. У меня вопросов нет, вопросы есть у подписчиков, которые вовсю задают вопросы, а мы на них Давайте начнем. Давайте. Давай Вот начнем. первый вопрос. Ассаламу алейкум, пишет Ибрагим Марзиев. Планируется ли в МФТИ Олимпиада по биологии? Не знаю, как стоит ли вам задавать этот вопрос, но ладно. Есть в планах проведения выездной физтехшколы по биологии в Ингушетии. Интересный вопрос. Значит, смотрите, ну, во-первых, у физтеха очень много программ различных, бесплатных абсолютно. Все программы у физтеха бесплатные. Вот, есть заочная школа, которая там последние 4 класса обучает физике, математике и информатике. Этой школе уже там больше 50 лет. Это очень серьезно проработанные методики. Я сам поступил на физтех исключительно благодаря этой школе. Заочная физико-техническая школа, ЗФТШ. Любой желающий может набрать в интернете, поступить, обучаться. Ну, я имею в виду там школьников, начиная с 7 класса. Вот, с 7, с 8 класса. Есть выездные олимпиады по физике, по математике. Не знаю, есть ли по информатике и по биологии. Ну, просто я не занимался этим вопросом. Вот. Поэтому, отвечая на вопрос, я просто не знаю, есть ли именно по биологии. Но вот такие форматы имеются. И вот в этом году там ребята Парагульговы, братья, провели вот такую выездную олимпиаду физтеховскую в Ингушетии. По-моему, впервые за все время впервые. Я надеюсь, что это будет... Они поступили просто год назад или 2 года назад уже на физтех. 2 года, наверное, уже. И у нас просто традиция, что ребята, которые из какого-то региона, они проводят у себя в регионе вот эти вот выездные олимпиады ну, физтеховские олимпиады. Вот, соответственно, сейчас у нас есть такие ребята, которые в Ингушетии провели первую. Я надеюсь, будут проводить все остальные ежегодно. Будет ли по биологии такая? Можно, кстати, наверное, просто обратиться и попросить инициировать такую, да, можно просто инициировать такую олимпиаду, если у нас есть ребята, которые хотят ее пройти. Вот, я просто не знаю, насколько у нас сильная биология и так далее.
Мовсар Халахоев пишет: Ассаламу алейкум, алейкум ассалам, Дядя Халчан. Что насчет команды из Якутии во главе с министром цифрового развития? Насколько помню, в марте договаривались. Да, В принципе, у смотрите, нас... Да. да, сразу отвечаю. Значит, на самом деле, вот многие вещи, которые я сейчас пытаюсь сделать, они в том числе вдохновлены. То есть я и раньше хотел это сделать, но когда я посмотрел опыт Якутии, я понял, что это сделать можно, это реально. Поэтому мы с ними в контакте, в хороших отношениях, и они готовы нам помогать. Вот, единственное, в марте, ну, после событий в События феврале, последние. да, Мгм. соответственно, ну, просто решили, что, ну, как бы совсем не к месту, Не ну, вовремя. просто, да, не вовремя, Мгм. у всех повышенная нагрузка и так далее, поэтому договорились, что мы на лето это перенесем. Вот, и сейчас, ну, на самом деле нужно просто понять, у нас сейчас просто несколько мероприятий, и сейчас абитуриентская, значит, компания. В июле будет научная школа, я организовываю в Локи, в Арамхи научная школа по нейросайенс, по нейронаукам. Вот там неделю со всей России приедут, там 40 студентов. Кстати, к сожалению, вот, в Ингушетии ни одной заявки даже не было. Вот. Ну, там действительно очень высокий, серьезный уровень. То есть там мы из 240 заявок 40 отобрали лучших. Вот. Это студенты-аспиранты в основном. И, ну, как бы, вот такое мероприятие. Поэтому постараемся сейчас вот в этот график писать конференцию по IT, которую мы в то время еще договорились провести. Вот, Мгм. но пока что, так сказать, здесь на самом деле, опять-таки, я жду скорее инициативы вот от IT-сообщества. Я и тогда сказал, что IT-сообщество должно провести эту конференцию. Я только готов ее помочь сделать, потому что, ну, я не должен, не могу, и это неправильно, Конечно. если я это буду Мы ее делать сейчас только мне, так сказать. репетировали. Мы ее, кстати, репетировали сейчас на экономическом факультете. В июне мы провели уже 6 или 8 мероприятий, сейчас точно не помню. Мгм. Именно семинары, это вводные, так скажем, в IT-профессии. Ну, сейчас не так много людей было из-за того, что сессия, ну, 30-40 человек Мгм. приходило. А, Мгм. Просто мне было важно тренировать и репетировать это дело, потому что мне важно, чтобы спикеры прокачивались, потому что мы не супер такие Мгм. ораторы, там, да, и можем не чувствовать публику. Мне было важно именно Мгм. им помочь в первую очередь. Ну, надеемся с сентября по декабрь провести что-то похожее, но уже более крупное, и на базе колледжа сервиса и быта. Новое здание они Мгм. построили на улице Победы, вот здесь, где ЖД вокзал. Очень Понятно. тепло встретили. Вот с Ну, сентября по ну, декабрь будем делать. да, смотрите, я ресурс этот по-прежнему есть. Я уверен, что если мы пригласим и найдем окно и в его графике, и в моем, и в вашу возможность провести это мероприятие, он приедет. Вот, мы его достойно примем, и это будет очень полезно, его визит. Мгм. Поэтому здесь, ну, нужна инициатива от вас, от IT-сообщества, чтобы вы организовали такое мероприятие. Я готов со своей стороны помочь ресурсами и где-то с организаторской частью помочь, но вторым номером играть здесь. Да-да. Смотрите, на самом деле сейчас уже 10 минут, и меня уже там люди ждут. Все нормально, окей. Давайте, может быть, если хотите, там один вопрос какой-то есть, я на него отвечу и Так. закончим. А, так. Да нет, вроде больше здесь не вижу вопросов таких прям. Хорошо? Вроде бы на все ответили. Тут вопросы, в принципе, на которые мы и сами сможем спокойно ответить, я думаю. Да, если что, мы еще пообщаемся с публикой. Тагир, Хорошо. очень хочется еще поговорить, может быть, через месяц, не знаю, через неделю, когда вам удобно будет. Хорошо, Была часть давайте. вопросов, которые я не задал. Да. Хорошо, спасибо, что Понял. уделили время. Ну, Для нас это на очень связи, да. да, ценный спикер у нас был в Хорошо. гостях. Спасибо большое. Да, Ресел, Все. Спасибо, Шон Диавата Бал. Спасибо, что уделили время. Рад был. Ресел. Товарищи, а мы остаемся с нашей аудиторией. Кигна, Вежери. Ну, я, конечно,
ожидал, что у нас и комментарии такие будут, и сякие, но одного пришлось заблокировать, товарищи. Я просто хочу его прокомментировать. Он сказал о том, что почему мы ведем себя как потерпевшими. Я тебе объясню, почему иногда звучим как потерпевшие. Может быть, ты все еще на стриме. Потому что я говорил от лица молодежи, которая уже за 30 лет. Это раз. Она попала как раз-таки в то не очень хорошее время. Я не знаю, сколько тебе тогда лет было, может быть, 15 или 10 или 5. Когда здесь реально творился какой-то трэш. Я не знаю, как по-молодежному сейчас говорят, трэш. Ну, жуть творилась, не очень приятная. И та молодежь, которая, ну, сейчас уже, не знаю, считается она молодежью, там, в 30-35 лет, целое поколение, целая волна молодых людей оказалась без поддержки, без понимания, что и как им вообще быть, что учить, куда податься, на какую работу устраиваться. Это огромный слой молодежи был. Тысячи, не знаю, десятки тысяч людей. Я просто наблюдал за ними, я, не знаю, так субъективно, мне кажется, я пытаюсь развивать у себя аналитическое мышление. Я говорил от их лица, я чувствую, что они потерпевшие в этой сфере. Я как-то выбрался из этого всего, я уже сменил где-то 10-ю, может, 11-ю профессию за все это время. И я не жалею о том времени, которое тратил, точнее, его не тратил, так скажем. Много чего перепробовал, так в принципе, в нашем положении это нормально, так скажем. Сегодня у вас больше возможностей, у молодых ребят, у вас есть тонны информации в интернетах, в ютубах, как вы их там ищете, не знаю, но масса краш-курсов, которые можно пройти там буквально за несколько дней и уже устраиваться на работу. Более того, я скажу вам, что в России очень много работает, грубо говоря, самозванцев даже в крупных компаниях, которые якобы умеют там делать какие-то крутые вещи, программировать, кодить. Они работают, зарабатывают большие деньги. То, что ты сказал вот про потерпевших, это было именно от имени той молодежи, которая сегодня сидит дома, болеет социопатией, разными психическими отклонениями. Это признанные психические отклонения, социопатия, пессимизм, там, депрессия и так далее, чтобы ты понимал. А разблокировать я тебя не собираюсь. Говоря о других ребятах, здесь мне понравилось тоже вот Вежельбар, комментировать здесь. Зарплата стажеров джунов РФ начинается с 25 в месяц, пишет Мустафа Аушев. Джуны, которые получают 80-100 на старте, это единицы, имеющие академическую базу. Вот. У нас как раз Хаваш сейчас на связи. Хаваш, ты как считаешь? 80-100 на старте, конечно, это много для каких-то профессий, да? Хаваш. Да, я тут просто параллельно еще читаю комментарии. Угу. Коротко скажу касательно того, что ты прокомментировал ранее. В принципе, я думаю, это наоборот хорошо, что есть такие люди, которые могут сказать, что мы потерпевшие. Наоборот, это плюс. Знаешь почему? Потому что когда ты осознаешь проблему, по крайней мере, ты потенциально знаешь, как ты ее можешь решить. Когда ты не пытаешься быть... Как он сказал? Потерпевшим. Когда ты пытаешься не быть потерпевшим, то значит все намного хуже, чем тебе может казаться. Потому что люди, которые видят эту проблему, они уже по факту знают, хотя бы пытаются ее решить, нежели вместо того, чтобы просто сидеть и обвинять кого-то в том, что не все так плохо, когда ты прекрасно знаешь, что не все так идеально. Касательно именно вопроса про зарплаты. Да, то тут, в принципе, это неправда, к сожалению. 100 тысяч – это прям человек, который работает уже минимум, именно коммерческий опыт у него минимум год примерно, может быть, плюс-минус. Опять же, я не говорю, что 100% это работает везде, но бывают случаи, когда человек без опыта работы сразу же получает 100 тысяч, но это прям вот крайне редко. Из 100%, там, 3. Вот настолько. Это вот вероятность того, что тебе так повезет.
Тут еще вопрос есть. Тут еще вопрос есть от Рубак. Он говорит, ассаламу алейкум. Это, кстати, уже к тебе, наверное. Ассаламу алейкум. Вижу, есть ли курсы программирования у нас в республике? Курсы программирования, смотря какого, опять же, есть разные направления. У нас есть учебный центр Солва. Можете в Инстаграме найти, в Телеграме могу ссылку скинуть, Солва 06. Там преподают сейчас веб-программирование, графический дизайн преподает. Вот Адам Костоев, очень опытный человек в этой области. Также преподает 3D-моделирование, то есть это работа в 3D Max. Там, по-моему, любые сферы, да, касаются и архитектуры, и проектирования, и 3D-моделирования в области игровой индустрии, и анимации. Ну, такой специфичный курс. Планируем запустить Go Language, бэкэнд разработку. Это такой сейчас очень популярный язык от Google. Очень крутой специалист согласился у нас преподавать. Сейчас мы окончательно уже обсуждаем условия. Яхья Картоев, это старший бэкэнд разработчик из Авито. Эланделис, постараемся его в наш центр завлечь, чтобы он преподавал также. Курсы у нас платные, но мы планируем запустить подкаст именно от учебного центра Солва. Но, поверьте мне, если будет Яхья преподавать, то... Бомба, да? Мне кажется, если бы я не знал бы сейчас ни один язык программирования, я бы просто вот все деньги, которые у меня есть... Это не реклама. Я по факту говорю, то есть я не пытаюсь как-то возвеличить там Солово, сказать, что прям у них прям все супер прекрасно, но, по крайней мере, люди стараются что-то делать, и если еще придет я, то тогда, поверьте мне, первое, что вы должны делать, просто пойти хотя бы на одном уроке побыть, если это возможно. Тогда вы поймете, о чем я говорю. Хорошо. Тем более, что первый урок бесплатный, да, Ислам, или как? Да? Первый урок бесплатный. И тут же меня замылило, представь, рекламу банит. Нет, запустим подкаст, тоже в Ютубе будет от Солва. Там будем проводить именно технические мастер-классы, обсуждать дизайн, программирование и так далее. В общем, я думаю, сегодня нормально пообщались. У меня еще такой небольшая группа вопросов осталась. Я просто отложу на следующий подкаст. Интересно было с Тагиром пообщаться про IT-образование. Просто ты правильно сказал, Хаваш, вот я субъективно говорю, вообще вы этот подкаст не воспринимаете как какую-то профессиональную журналистику. Вот вы там бываете недовольны, что мы перебиваем, там еще что-то. Мы, ребята простые, я Сикажева, там, Адам с Гавурзиева, то есть мы делаем... Я не перебивал, так что давай. Это я вам не давал перебивать его, я уже и сам перебивал, брал на себя весь удар. Просто будьте проще, меньше критики, больше делайте сами подкаст тоже, почему нет? Честно говоря, мне кажется скучным, когда ты не перебиваешь. Опять же, перебивать специально — это неправильно, но иногда бывает так, что есть интересный вопрос, ты его вот прямо сейчас хочешь задать, иначе он будет неактуальным. И в этот момент, если ты его не задашь, то позже просто, просто вопрос. И иногда хочется так аккуратненько, чтобы человек не обиделся, так его перебить, сказать, а подожди-ка. И Ислам, по крайней мере, старался как-то с этим справляться. И сложно такого человека перебить. Да. Конечно. Вообще странно, что он вызвался с нами подкаст делать. Человек такого масштаба просто ехал к адронному коллайдеру в ЦЕРНе, по дороге с нами записал подкаст. На Тесла. Прошу заметить. Да, он ехал, кстати, на Тесла. На автопилоте почти. Было прикольно, если бы он камеру повернул, а там водителя нет, да, просто... Я уже боялся, что так же будет. Ну, кстати, заметьте, интересный момент. Вы видели хотя бы одного человека, тем более, можно сказать, настолько уважаемого, который хотя бы как-то пытался развивать IT или вообще хотя бы что-то у нас в Ингушетии? Тем более, вот учитывая тот момент, что это довольно известный человек в своем кругу. И он мог бы, в принципе, просто оставить нас, оставить вообще Ингушетию и своими делами заниматься. Ему бы никто ничего не сказал. Да, ему бы вообще никто ничего не сказал. Более того, я тебе скажу, что вот последние там 10-20 лет, то, что мы наблюдаем, вы видите, наверное, не один, то, что дают обычно тачки, там какие-то крутые там квартиры, дают спортсменам, которые там
и так зарабатывает немало, да, и в ММА, там, и в вольной борьбе, и в дзюдо. Я ничего не хочу сказать против них, точно. Но Мгм. мне кажется, было бы круто давать квартиры и BMW, там, X5 таким начинающим ребятам, ученым, которые вот могут вырасти в Тагиров Аушевых, да. Мне кажется, они более заслуживают, потому что ученые, ну, вообще научные сотрудники очень немного получают в России, особенно начинающие там стажеры и студенты. Вот. Мы пока платим только спортсменам, ну не платим, а награждаем, так скажем, призами. Может Можно быть, потому сказать, что они более медийные, кстати говоря. Может быть, потому можно что они сказать, что с потому что- государства тут Мгм. поддерживается, то и развивается, в принципе. За что Ну да, давит спорт BMW, развивается. за что Да. давит BMW, то и развивается. Опять-таки, Ну да. ничего против не имею, спорт это круто, это хорошо, но нельзя просто, как говорится, как инвесторы говорят, все яйца в одной корзине хранить нельзя. У нас должны быть не только мышцы, но и мозги. Иначе одно без другого это очень и очень, в общем. В Опять же, заключение Ислам, я задам вопрос. Ага, ты, хорошо. ты, Что? ты говори, потом Говори. я скажу. Аллах, Ну, я Аллах. хотел, Аллах. я хотел у вас узнать, вот что вы думаете по поводу вообще этого, ну, по поводу сегодняшнего разговора, насколько это вероятно в Ингушетии, даже при нашем пессимизме, верите ли вы вообще в то, что а, здесь можно развивать IT? Тебя не слышно. Что? Адама не слышно, да. М, Ну, ты пока, Хаваш, отвечай. Ну, если Адам хочет сказать, я могу дать слово, я могу сам сказать. Адам? Я лучше хаваш ты, потому что меня немного отвлекли. Ага. Я бы хотел бы, наверное, добавить, смотри, сколько у нас развивается IT, да, оно развивается медленно. Да, шаги, скажем так, медленные, но очень-очень длинные. Это надо признать, потому что за короткий промежуток времени я заметил, как много у нас в Ингушетии появилось программистов, особенно фронтендеров. И да, мы говорим, что типа не все идеально, мы говорим, что, к сожалению, могло бы быть лучше, и мы эти моменты отмечаем, но при этом нужно признать тот момент, что на сегодняшний день в интернете, я никогда не мог об этом подумать, в интернете 1000 подписчиков, и у нас в беседке где-то 600 человек сидят, и в чате с разработчиками 400 с чем-то. О чем это говорит? Это говорит о том, что молодежь, которая вот только сейчас начинает вставать и двигаться в каком-то направлении, она заинтересована в IT. Видно, что ребятам, ну, есть люди, которым нравится там спорт, но видно, как многим ребятам начинает нравиться IT. И не это ли Мгм. круто на самом-то деле? То есть, что вот такой прогресс у нас идет. Так что не все очень плохо, как это может казаться. Мгм. Спасибо. Баркалла. Хаваш. Адам? Что ладно? Я тут в Что ты комментариях думаешь? вчитываюсь. Что ты думаешь по поводу вот, развития IT в Ингушетии? Конечно, как бы мы не суперспециалисты, но давно уже в этой сфере. Ну, скажем так, с пройденного пути и с нашей колокольни что-нибудь мы да можем сказать, да? Не факт, что это будет именно так, но сказать уже есть что. И мне кажется, что вот, ну, ингуши это, я и Тагиру что-то вроде этого задал, да, вопрос. Мне все-таки кажется, что у нашего менталитета нащупывается некий потенциал как раз-таки в области IT. То есть, ну, обратите внимание, у нас всегда были какие-нибудь ученые, великие полководцы. То есть мы можем хорошо идти впереди, там, брать на себя основную задачу, тащить, грубо говоря, да, на языке там геймеров. Но вот руками поработать – это не наше. Ну, не умеем мы это. Есть, я сейчас не хочу обобщать, есть такие, которые хорошо могут и руками поработать, отличные ребята, да. Но в целом, если вот прям всю нацию взять и превратить его в человека, то я как вижу этого человека? Этот человек отлично может за что-то отвечать, отлично может кого-то провести от точки А до точки Б, взять на себя все шишки и отвечать по полной программе. Плюс у этого человека очень хорошо развито понимание цифр, логики и математики. То
есть математическое мышление. А тут как раз-таки IT. И все. То есть покажи молодежи, что сегодня можно создать сайт и потом уже ни в чем себе не отказывать, жить припеваючи, да, конечно, они будут пытаться в этом направлении себя развивать. А как только они начнут пытаться, они увидят, что у них это отлично получается. И начинают завлекать своих друзей. А те, в свою очередь, тоже начинают видеть, что это, оказывается, не так уж и страшно. Вот мы и получаем вот эту вот волну айтишников в небольшом регионе, которая нарастает как снежный ком на сегодняшний день. А этот потенциал я видел еще, ну сколько, лет 15, наверное, если не 20 назад я уже начал замечать кое-какие небольшие такие намеки на этот потенциал. И очень хорошо, что сегодня он начинает проявляться. И действительно, почему бы нам не стать, я не знаю, силиконовой долиной этой страны? Почему нет? Ну, в чем-то же мы должны быть лучшими, так ведь? Пускай в этом. Это самое актуальное на сегодня. Потому что у нас свет очень часто выключается. Ну Я да. сегодня сидел и думал, блин, вот сейчас ливень начинается, алхамдулилlah. Ну что, Ну, блин, если выключится свет, то опять трансляция собьется. Если ты боишься, Ну, что у чё? тебя выключится свет, то ты начинаешь быстрее соображать, быстрее думать и при этом чаще сохраняться. В Ну, принципе, пропадает такие мотивация. небольшие условности, которые скорее, наверное, подстегивают тебя, делают тебя более таким живучим, наверное. Сейчас я чувствую, как там, наверное, проклинают меня те, кто просто мучается от этой проблемы. Я тоже жил когда-то в Назране. Я уже, честно признаюсь, я уже подзабыл про эту проблему. Вот здесь живешь в Магасе, здесь тоже такая проблема бывает, но она такая редкая, как будто я иногда забываю, что я все в той же республике живу, где вот существует все еще эта проблема. Тут прямо вот начинается ураган, и мы заранее знаем, что точно отключат свет. И, скорее всего, умышленно, чтобы там кого-нибудь током не шандарахнуло. И, соответственно, мы выключаем всю технику, сохраняем всю работу и ждем. И свет выключают. А так, чтобы мы вот сидели, работали и нам такую подляну устроили, это уже давно нет. Так что вот такой вот небольшой призыв всех молодых, кто в IT хочет и не хочет, чтобы ему мешали вот такие катаклизмы, да, ЖКХшные. Наверное, есть смысл перебраться хотя бы временно в Магаз, снять тут какую-нибудь квартирку под офис, собраться там вдвоем-втроем и попробовать поработать здесь, месяц-два, и я думаю, ничего страшного не случится. И вы почувствуете вот эту вот свободу работы, вы начнете забывать о проблемах, потом и возвращаться захотите, как не захотели в свое время и мы. Хорошо, ты подвел к концу. Хочу вот скинуть ссылку на статью о том, как войти после 30 лет. Переходите. А также ссылку на учебный центр, кого интересовал, можете туда добавляться, писать комментарии. Там есть несколько графических постов познавательных. В принципе, все сегодня у нас. Я сказал всем, кто слушал нас, будьте культурные, негативные комментарии мы просто будем банить без комментирования. Так что, ребят, я сделал Мы понимаем, что вы все болеете за нашу республику, за наш народ, мы не осуждаем, но в этом формате нужно как бы быть отрезанным от нашей боли, скажем так, и общаться по существу, а не вспоминать каждый раз на каждом шагу, что с нами было, как мы жили, как нам тут. Конструкцию надо, деструкцию мы уже вдоль и поперек изучили. Сейчас конструкция. Да, еще раз повторюсь, мы не профессиональные журналисты, мы сделали этот подкаст, потому что нам так захотелось. Хотите делать такой же подкаст там со своими вопросами, пожалуйста. Вопросы, которые вы задаете культурно в комментариях, мы задаем после того, как пообщаемся на интересующие нас темы. Затем уже ваши вопросы задаем, поэтому не обессудьте. Если у вас есть вопросы, заранее в Telegram пишите, также будем их задавать под постами анонсов. Но будьте культурными, будьте просто адекватнее, не знаю, что с вами. Маленькую ставочку сделаю, Ислам, в поддержку тех, кого ты забанил. Чтобы им чуть теплее было, я тоже забанен, меня в интернете нет, у меня как бы выпроводили оттуда. Мы тебя разбаним. Плохо. За то, что я себя плохо вел. Но я не стал напрашиваться обратно. Так что нормально. Даже я сижу иногда в бане. Не, разбаним всех, просто дадим много времени
очнуться, понять, что они вообще пишут, что делают. Ну, в любом Нет, случае, я думаю, те ребята, есть, которые да. критику Есть оставляли, есть тоже просто могут элементарные научиться. вещи, вежливости, культуры, как-то друг с другом общаться, я не знаю. Даже не то, что мы там ингуши и мусульмане, просто мы люди, которые просто сидят и беседуют. Я не знаю, в чем наша проблема. Но иногда такое прочитаешь. Я как бы нормально отношусь к негативу, я просто блочу и все, и я даже не хочу комментировать. А вот сейчас хотел вам дать понять тем, кто нас слушает и планирует писать что-то неприятное или неправильное. Хорошо? Спасибо, Ислам. Я закончил. Тогда все, давайте до следующего подкаста. Пишите, кого вы хотели послушать, кого пригласить, какие вопросы задать. Как говорится, нашими устами будем общаться с ним. Бар қылышын дәуре сал, әтті бол қылышын, ассаламу алейкум. Весте ағыл, дегдір қыл, беркіт қылышын, бол, дейшір, бағыр, лилыр. Амин. Дегдір қыл. Амин.